32-й театральный сезон Волгоградского государственного нового экспериментального театра открылся спектаклем «Гроза» по мотивам пьесы Островского в постановке известного абхазского режиссера Отгураковы. Показать ее на сцене театра должны были еще 29 апреля. Однако из-за введенных ограничительных мер премьера была отложена почти на 7 месяцев. Чуть-чуть там оставалось, пара недель, да, там декорации не успевали. То есть спектакль почти был в стадии готовности. Но неожиданно для всех, для нас грянул карантин, пандемия. Я провел в Волгограде еще лишних, по-моему, почти 1,5 месяца, да, в ожидании того, что вот-вот будет послабление, мы вернемся к репетициям и тому подобное. Но ситуация только ухудшалась. В конце концов, было принято решение сдвинуть премьеру на пару месяцев. Прошло пару месяцев, мы вернулись к репетициям, опять все равно там была вспышка. Премьера спектакля Отгураковы прошла с большим успехом. Меж тем, за этим, как отмечает артист, стоит сложная и кропотливая работа. Из-за постоянных переносов и долгих перерывов между репетициями постановка «Грозы» заняла почти 8 месяцев работы. Для всех испытание было, но для них я даже не представляю, как они это выдержали. Каждый раз, когда я возвращался к репетициям, для них же это, понимаете, они же, актеры особенная профессия, они должны из своей души вытаскивать, да, и всегда работать 100%. Когда вот такой фальстарт, да, очень тяжело, тем более их было много, 2 состава, да, на достаточно большую пьесу, молодцы, просто я переисполнен к ним нежностью и любовью, да. Если в республике театральная жизнь временно приостановлена, то в России дела обстоят иначе. Спектакли ставятся, зрители еще с большим удовольствием посещают различные премьеры, тщательно соблюдая все меры безопасности и занимая в зале места через одно. Для Отгураковы показ своего спектакля в таком режиме проходил впервые, чем и вызвал достаточно необычные эмоции. Я такого не видел, вот это шахматные рассадки так называемые, да. Для большого театра, для большого здания, каким является новый экспериментальный театр, наверное, это так более-менее приемлемо. Там зал где-то 600 человек вмещал, в результате 50% сокращения, продавалось только 300 билетов, да. И как-то интересно, так вот люди сидят, я привык в театре, люди сидят рядышком и как сообщающиеся сосуды, да, такие, да, и вот этого, конечно, лишены, так, немножко непривычно. Тем не менее, слава богу, что премьера состоялась и прошла успешно, и актеры счастливы. По мнению Отгураковы, подобный пример российских коллег можно было бы применить и в республике. Ситуация, на самом деле, она не рядовая, да, никто в мире с этим не сталкивался, да, и мы все сейчас находимся в стадии эксперимента, что ли, да, потому что, с одной стороны, можно запретить все, что угодно, да, изолировать, да, тогда жизнь остановится, экономика остановится, культурная жизнь остановится, да, смысл тогда в этой жизни, да, просто выживание ради выживания, мне кажется, это как-то очень неперспективно, да, поэтому надо находить некие выходы. Это возможный выход. Хоть для меня, как для театрального человека, понятие аншлага всегда связано с тем, что люди, сидят плечом друг к другу, да, и у них нет масок, да, они свободно общаются. Театр вообще свободное искусство для свободных людей. Но, к сожалению, в нынешние времена, наверное, на каком-то этапе этом, да, лучше уж так, чем совсем никак. Режиссер-постановщик Отгураковы на театральной сцене Волгограда уже не гость. Спектакль «Гроза» по счету 3-я и далеко не последняя работа артиста. Уже достигли договоренности о том, что я буду ставить весной, скорее всего, да, одновременно и в НЭТе, и в молодежном театре 2 спектакля. Это пьеса, в молодежном театре пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова «Мертвые души» по поэме Гоголя. И в НЭТе это Бертольд Брехт «Трехгрошовая опера». Помимо этого, как поделился режиссер, в ближайшее время начнется работа и в Абхазском государственном театре. Отгураковы поставит спектакль «Дорогая Памела» по пьесе американского драматурга Джона Патрика. Виола Барганджа, Торник Амичба, Абазатова.